Здравствуйте, меня зовут Александр Кузнецов. На телевизионном канале «Йорган» «Время итогов». Это самые значимые события недели. Вначале коротко о главных темах. По морозу босиком. Недетские претензии Павла Астахова. Живые и мертвые. Вторая жизнь стариков Подъельска. Во спасение души. Татьянин день без чарки медовухи. В двух словах о событиях дня. Сегодня Вячеслав Гайзер поручил своему заместителю Константину Рамаданову проверить факты повышения тарифов на коммунальные услуги. Губернатора возмутили действия некоторых управляющих компаний, которые не выполнили приказ службы по тарифам, не разрешающий повышать ставки с 1 января. Я получаю информацию из разных муниципалитетов о попытках проигнорировать законодательно установленные правила, заявил сегодня глава. И пригрозил нерадивым коммунальщикам. Каждый такой случай должен стать предметом проверок прокуратуры и местных властей. Вячеслав Гайзер попросил жителей республики напрямую информировать его о подобных случаях, используя общественную приемную главы, интернет-приемную и даже личную страничку губернатора ВКонтакте. Все началось с того, что в крещенский праздник воспитатели Ухтинского детского сада вывели одного из своих воспитанников на мороз. Без обуви, говорят, не доглядели. Прокуратура потом провела проверку и 3 воспитателей уволила. Но не тут-то было. Защитник всех российских детей, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов, обещал лично разобраться в этом деле. И на этой неделе приехал в Коми. Он объехал детские учреждения, встретился с губернатором, а по окончанию визита сделал выводы. Светлана Некрасова о том, каково это по морозу босиком. 150 уголовных дел и почти 200 уволенных чиновников. Таков итог визитов Павла Астахова в регионы России. Уполномоченный по правам ребенка почти никогда не следует программе, которую готовят для него местные министерства и ведомства. Меняет все на ходу, любит нагрянуть неожиданно, поэтому подготовиться к его визиту невозможно. В Коми накануне приезда Астахова случилось сразу 2 ЧП. В Воркутинском детском саду 2 детей оборились с кипятком. Воспитатели оставили чайник с горячей водой в игровой комнате. В Ухте произошел случай уж совсем невероятный. Ребенка вывели гулять в одних носках. Надеть на него валенки воспитатели просто забыли. Приходили воспитатели, сказали: ну извините, просмотрели, мы не видели. Я говорю, как можно было не видеть, если колготки, они светлые, штаны черные. Ты видишь эти носочки, все. Впрочем, с виновными в Ухте довольно быстро разобрались. Воспитатели и нянечку, которые одевали детей на прогулку, уволили. На этом инциденте Павел Астахов внимание не заострял. В нашем регионе он инспектировал преимущественно интернатные учреждения. Их работники, кстати, были несколько обескуражены его поведением. И дело не в том, что проверке подвергался практически каждый угол. Астахов много фотографировал. Их поражало, наших сотрудников, что он очень много фотографировал. Это был факт. И то, что на самом деле потом сразу по ходу своего перемещения из одного учреждения в другое, сразу все это выкладывал в Твиттере. Позже Астахов признается, фотоотчеты о своих поездках в Твиттер выкладывают не случайно. За ними внимательно следят 30 тысяч подписчиков, в том числе президент Дмитрий Медведев. К тому же постоянные читатели твит-аккаунта помогают принять решение в проблемных случаях. Особенно когда в Республике Карелия я сфотографировал эти соски-пустышки ужасного состояния и выложил в Твиттере и сказал: давайте проголосуйте, что делать с руководителем этого дома ребенка за такие соски-пустышки, которые страшно в руки взять, не то что ребенку дать. И такое обсуждение началось, что с ним делать. Уволили мы ее, конечно, и министра здравоохранения заодно. В наших интернатах Павел Астахов особое внимание уделил обстановке. Похвалил за то, что в детских домах воспитывается не более 60 детей. Это европейский стандарт, которого придерживаются далеко не все российские регионы. Правда, по мнению омбудсмена, обстановка в комнатах недостаточно домашняя. Наши чиновники согласились. Он должен был увидеть, все ли сделано в конкретном учреждении, если он был в учреждении, для того, чтобы дети такой категории жили, обучались, воспитывались, в условиях человеческих, достойных этих детей. Еще одно замечание Павла Астахова – изношенные здания и старая мебель. Впрочем, над этой проблемой наши министерства уже работают. Мы сейчас уже говорим о том, что в этом году 30 наших учреждений будет капитально отремонтировано.
в 20 учреждениях у нас пройдут текущие ремонты. На это деньги мы выделили в нашем бюджете. Поэтому то, что, так скажем, видел Павел Алексеевич, мы надеемся, что уже в течение года те проблемы, которые есть, будут устранены. Ну и что касается и оборудования, в том числе, так скажем, и мебель, тоже мы эту проблему будем решать. На итоговом совещании Павел Астахов говорил в основном об увиденных недостатках. Попенял властям за то, что в регионе нет документа, который бы регулировал нормативы и количество специалистов в социальных учреждениях. Кроме того, предложил создать специальную программу по приемным семьям. Частью программы помощи приемным семьям, по мнению Астахова, может стать обычная пропаганда. На улицах Бурятии, например, уже давно висят баннеры. Энный детский дом приглашает стать приемными родителями. Ниже плюсы такого решения. Подобные тексты печатают и на листовках, которые затем распространяют на предприятиях региона. После визита Астахова вице-губернатор Виталий Стаханов поручил агентству по социальному развитию рассмотреть возможность создания в регионе программы по приемным семьям. Она должна улучшить ситуацию, хотя уже сейчас показатель семейного устройства в Коми значительно выше общероссийского. 65% детей, лишенных родительского воспитания, так или иначе возвращаются в семьи. Или они усыновляются, или идут в приемную семью, или в опекунскую. Решать проблему агентство намерено совместно с детскими домами. Администрации интернатных учреждений должны не просто содержать детей, но и искать для них родителей. Изменит в регионе и порядок постановки на учет сирот, которые нуждаются в жилье. Раньше в очередь они становились только после того, как выходили из интернатов. Мы проведем эту работу. Я думаю, что органы государственной власти республики пойдут навстречу. Мы решим вопрос так, чтобы те дети, которые в будущем году должны выпускаться из этих учреждений, прислать жилье, в предшествующем году ставились на учет с 1 января. Уже после совещания на встрече с журналистами Павел Астахов отметил, так много времени уходит на обсуждение проблем, что зачастую и похвалить руководителей региона некогда, а ведь есть за что. Например, за поддержку усыновителей. Их пособия в прошлом году выросли в 20 раз. Или за попечительские советы, которые действительно работают. И решают, соответственно, проблемы не того, как в 90-х годах решали благотворители, где продукты найти, или там одежду для детей собрать, или игрушки собрать. Уже другие проблемы. Как интерактивную доску купить, или компьютеры получше, или как спортзал по-новому оборудовать и так далее. Поэтому вот это мне понравилось. Окончательные итоги поездки Павел Астахов подведет в течение месяца. После регион получит специальную справку. Вполне возможно, что бумага ляжет в основу поручений губернатора. Однако уже сегодня можно сказать, громких увольнений, как в других регионах, скорее всего, не будет. Светлана Некрасова, Игорь Данилов, Павел Фетисов, Артем Соколов об итогах инспекции детского омбудсмена и реакции республиканских властей. А в Подъельске, это в Карткировском районе, тем временем готовились к скорбной дате. Там в последний день января будут вспоминать стариков, сгоревших в пожаре местного дома-интерната в 2009 году. Сразу 23 человека лишились тогда жизни. Пожарного расчета в населенном пункте не оказалось. Команды выехали по звонку из соседнего Старожевска и Карткироса и прибыли на место трагедии, когда спасать уже было некого. Когда еще курилось пожарище, стало известно, что виновных в случившемся ищет сам президент, а потом были внушения полномочного представителя президента в Северо-Западном округе, увольнение с поста руководителя управления по социальному развитию Константина Сажина, руководителей Карткировского района Николая Ливсона и Евгения Мамонтова. А еще был долгий судебный процесс над Алексеем Королевым, некогда руководителем интерната. Роман Истомин продолжит. Сегодня трагедии подъездных стариков знают во всей России. Печальное событие в общих рамках всего лишь элемент статистики. В таких случаях принято говорить, мол, наибольший удар – это прежде всего, конечно, для родственников. Боль потери и боль утраты. Но так уж получается, что уже при жизни эти старики либо потеряли своих родных, либо сами родные их жестоко списали на свалку истории. Может, поэтому жертва Подъельска – это в какой-то мере и проверка общества на равнодушие и сострадание. Может, это и не ваши мамы, папы, бабушки и дедушки, но это такие же люди, и они были такие же беспомощные, как и мы с вами сегодня. Алексея Королева мы встретили на рабочем месте. Сегодня он глава поселения, избранный всенародно. Сейчас занимаемся разработкой проекта уличного освещения. Потом у нас идет строительство часовни тоже идет. Мы оказываем содействие.
3 года назад именно этого человека назвали директором дома престарелых и тут же попытались обвинить во всех смертных грехах. Обычный соцработник в числе таких же просто делал свое дело, помогал старикам адаптироваться к нелегким проявлениям возраста. Вот момент, где главный следователь страны лично обещает посадить Королева. Можете с ним побеседовать, пока он там у нас в машине. Который вроде был директором, когда нужно было деньги собирать, а потом теперь не директор, который нужно отвечать за эту трагедию. Сказал, что депутат местного совета, у него есть иммунитет, он не позволит себя задержать и арестовать. Я сказал, преодолеем иммунитет через суд, арестуем. Сейчас Алексей Королев те дни по-прежнему вспоминает с опаской. С него хоть и сняли обвинения и даже попросили прощения за незаконное удерживание, но, кажется, вера в счастливый исход умерла задолго до внезапного освобождения. Помните, когда меня оправдали, даже заплакал, не мог, это от обиды, не от злости, не от чего-то, это обидно так было. Вот, и, говорю, столько сил вложил, и все, как бы, чем обернулось это. Вот бабушек, потому что очень жалко, с ними 15 лет тоже работал. А сделано было немало. Королев по характеру такой, что привык помогать старшим. А тут несколько лет писал за стариков просьбы во все инстанции, чтобы узаконить дом компактного проживания пожилых людей. Ведь никакого официального статуса у сгоревшего дома не было. Когда здесь с интерната привозили, они большие были и уже сломаны. А кто они со своим имуществом приезжают. Если уже их никто не содержит, значит они вот свои вещи, свои имущество с собой брали. Иногда на машине вот на Ижода, как это привозил вместе с койками, матрасами, там сколько баулов, посуда у них своя привозили. А вот буквально за несколько месяцев до этого пожара в газетах звучала мысль, что вот старики просили власти республики для того, чтобы они все-таки узаконили статус этого дома. Да, это 15 лет мы вот пробивали этот вопрос. Что это дало вашему дому? Тогда бы это власти, тогда бы приняли на баланс, был бы здесь руководитель, была бы дисциплина, было бы все. Ну, вот так представить, что ничего не произошло, да. Но вам вот дают в руководство дом престарелых узаконенный, со статусом. А мне нравится с ним работать было. А вы бы взяли вот сейчас ответственность такую на себя, если бы, да, конечно, представить, что вот пожара не было? Конечно. Вы знаете, с людьми работать очень хорошо. Когда еще понимаешь их, они понимают тебя. А как вы считаете, как-то можно было вот, предотвратить этот самый пожар? Ведь до сих пор ведь точно не ясно, что произошло. То ли там то ли поджог, то ли электропроводка. На суде самые разные версии предлагали, но последний раз Лисин тоже выдвинул такую версию, что это был вот типа поджога уже. Потому что, видишь, все это внезапно вышло. Потому что, видишь, до 6 часов, до 18 часов все были, никто ничего не заметил. Через 20 минут уже дом горит, полыхает. А что может прийти на голову? Нельзя так вообще. Нельзя, чтобы вот родители уходили от своих детей, а дети не бросали своих родителей. Вот это вот только мне проходит. Надо делать все, чтобы вот никогда такого не было. И тем более, вот, они безвинно, это сгоревшие вот, пенсионеры, и очень их жалко. Они хотели еще жить, но не успели. Вот это самое плохое у нас в обществе случается. И таких пожаров много ведь случается. Алексей Королев отныне как крест несет историю с погибшими стариками. 15 лет он боролся за то, чтобы их признали официально. Но вряд ли тогда мог предположить, что бюрократическая проблема решится таким ужасным образом. Спасибо бабушке, что не оставили в беде одного. Сосновый бор на окраине села стал последним пристанищем постояльцев дома без статуса. Это их личное пожелание, сделанное еще при жизни. За несколько лет, пока существовал приют для стариков, здесь выделился целый участок, где все свои, родные и друг друга знают. Ситкарева, раньше она была экс-депутат Коми СССР даже тогда. Мы вместе с ней, она много чему меня научилась, как депутата района, рассказывала о своей работе, она была седьдина. И вот как бы я всегда прислушивался к их мнению. Вот это пожилые, они все равно плохому не научат. Вот почему они привели мне эту доброту. Леонид, он был слепой, недвижимый, лежал просто так.
Так, Сергеева Зоя Николаевна, спотыбка была тоже. Я сам ее привозил на автобусе. Потом я ее парализовал, но она упала, а потом тазобедренную кость сломала. Но она как бы начала потихоньку ходить. И она жила в первой комнате вместе с Ешиной и не успела выскочить. Реклама пройдет за каких-то пару минут. Не переключайтесь, потому что в следующие 20 минут нам есть о чем вам рассказать. Во спасение души. Татьянин день без чарки медовухи. Там, на шахте угольной, узкие места большого плана. И настоящие крещенские морозы. Надолго ли они у нас? Вы устали от хлопот и хотите отдохнуть? Санаторий Нижнеивкино – это энергия целебной воды, комплексное лечение и прекрасные условия для проживания по отличным ценам. На неделе в Кемерово премьер-министр страны Владимир Путин собрал губернаторов, чтобы поговорить с ними о том, как развивать угольную отрасль. План развития ей отмерили далеко идущий, аж до 2030 года. Понятно, это не могло не порадовать наших угледобытчиков, равно как и всех жителей наших северных территорий, потому как речь шла не только о добыче угля, но и о решении, скорее даже о расширении так называемых узких мест, мешающих развитию отрасли. О них поведает Максим Катаев. Долгосрочную программу развития угольной отрасли страны в правительстве республики считают революционной. Общий объем инвестиций более 3,5 триллионов рублей. Причем бюджетные средства – это всего 250 миллиардов. Угольную программу Владимир Путин озвучил в Кемерово. И это не случайно. В 2011-м кузбасские шахтеры выдали на гора почти 200 миллионов тонн. Это на четверть выше рекордных показателей советского периода. Отрасль выдержала испытаний кризисом. По прогнозам экспертов, спрос на сырье будет только расти как на внутренних, так и на международных рынках. Крепкая финансовая база позволяет больше вкладывать в развитие, в модернизацию, в обустройство новых месторождений, техническое перевооружение действующих предприятий. Все это дает отдачу. Формируется современная конкурентоспособная отрасль. Вячеслав Газер тоже участвовал в совещании в Кемерово. Губернатор отметил, уже на первом этапе программы Путин поставил серьезные задачи. Не только увеличить добычу угля, но и ввести в эксплуатацию новые перспективные месторождения. В Коми впервые за последние десятилетия появятся 2 новые шахты на Усинском месторождении в Заполярье. Их построят до 2020-го. Одну – компания «Северсталь», которой принадлежит Воркута-Уголь, другую – Новолипецкий металлургический комбинат. Для разработки Усинского месторождения компании создадут почти 4000 дополнительных рабочих мест, а объемы добычи заполярного сырья возрастут на 10 миллионов тонн. А Интауголь сейчас готовит программу модернизации шахт, которая позволит нарастить выработку до 4 миллионов тонн. Все это позволит совершить мощный рывок экономики страны в целом и даст второе дыхание северным городам республики. У нас есть все перспективы для того, чтобы развиваться, и чтобы все-таки люди не торопились уезжать из нашего города, а оставались работать здесь, чтобы на предприятии действительно шла молодежь. Потому что, в общем-то, как и прежде, наверное, все-таки, что нас очень радует, шахтеры были, есть и будут гвардия труда, авангард рабочего движения. Развитие угольной отрасли также даст толчок машиностроению и переоборудованию шахт современной техникой. Это позволит значительно сократить риски производственного травматизма. О безопасности труда горняков премьер говорил отдельно. Он также отметил на совещании особую актуальность темы безопасности. Для компании «Воркута-Уголь» промышленная безопасность является одним из главных приоритетов. Только по итогам 2011 года компания направила на повышение промбезопасности, профилактики профзаболеваний более 553 миллионов рублей. Нам удалось снизить общий уровень травматизма на 34%. Сейчас котельные Воркуты топят мазутом. В начале строительства трубопровода Абоненково-Ухта были предложения перевести заполярные кочегарки на более дешевый газ. Но федеральная стратегия, возможно, заставит коммунальщиков перейти на уголь. Сжигать нефть и газ – это все равно, что топить твердой валютой. Сегодня, живя на угле, имея уголь, конечно же, Воркута должна с жидкого топлива перейти на твердое топливо. Просто надо исходить из того, что раньше
Когда делали котельные на мазуте, во-первых, он стоил дешевле нашего угля. Чтобы российская угольная индустрия отвечала мировым стандартам, потребуются квалифицированные кадры. Промышленники с удовлетворением отмечают, программа предусматривает подготовку трудовых резервов, которых пока что не хватает. В некоторых, скажем, будем говорить, регионах положение с трудовыми ресурсами достаточно аховое. У нас? Тоже не блестяще, далеко не блестяще. Я думаю, что это будет достаточно серьезным фактором в дальнейшем. Никому не секрет, что, если там, скажем, ориентироваться на показатели наших коллег из Северстали, которые уже эксплуатируют месторождение, то средний возраст работающих уже давно зашкалил за пенсионный. Более 45 лет. А мы знаем, что шахтеры уходят на пенсию 45 лет. Это вообще фактор достаточно тревожный. Еще один тормоз для развития отрасли – нехватка вагонов и пробки на линиях. В программе обозначено развитие железнодорожной сети, в том числе северо-запада. Прежде всего, это касается строительства магистрали Белкамур. Решение, принятое Владимиром Путиным в Кемерово, полностью соответствует планам властей Коми по реализации этого проекта. Максим Катаев, Антонина Барышнина об итогах высокого Кузбасского совещания, на котором озвучили грандиозные угольные перспективы. На этой неделе студенты региона отметили Татьянин день. Отметили по-разному. К примеру, в Коми-пединституте к профессиональному празднику залили каток и закупили коньки, наготовили блинов и наварили медовухи. Впрочем, не для всех студентов 25 января это повод поднять чарку и спеть студенческий гимн. В этом убедилась Евгения Новоселова. Старт празднованию Дня студента дала императрица Елизавета 257 лет назад. С тех пор каждый год сотни тысяч студиозусов отмечают свой профессиональный праздник 25 января, в Татьянин день. Но только единицы из них знают подробности жизни той, что разделила с ними свои именины – святой великомученицы Татьяны. Мощи святой великомученицы Татьяны выносят в новый предел Свято-Стефановского собора. В торжестве участвует и молодой монах, отец Викторин. Он может подробно рассказать о той, чьей помощи просят студенты всей страны. Он и сам сегодня обратился к ней с молитвой. Отец Викторин – студент, первокурсник Сыктывкарского духовного училища. Говорит, святые заступники и правда откликаются на искренние просьбы. Когда обращаешься к молитвам святых, чувствуется их помощь. Когда прилагаешь усердие, старания, они помогают. Обстоятельства так складываются благополучно. И в итоге помогают осуществлять желания. Отцу Викторину 31. В таком возрасте редко постригаются в монахи, но молодой человек шел к этому давно и осознанно. Впрочем, это не помешало ему получить вполне земную профессию. До этого у меня специальное образование в профессионально-техническом училище. Закончил на электрогазосварщика. Учился по 3-му разряду. От той прошлой жизни у отца Викторина остались лишь воспоминания. Сейчас другие заботы, другой круг общения и ценности. Вот и сейчас молодой монах решил поддержать однокурсников. Они сдают экзамен по литургике, науке о богослужении. Дискутируют с преподавателем на тему человеческих страстей. Сам отец Викторин, хоть и состоит в студенческой братии, спокойно обходится без привычных для студента развлечений. Для меня, как для человека, идущего таким путем, монашеским, такого досуга нет. Ни фильмов смотреть, ни тем более каких-то там гулянок. У меня утешение, чтение также, изучение Евангелия. Игнатий Бричнинов об этом пишет, что основное делание монаха – изучение Священного Писания Евангелия. Экзамен здесь похож на обычный, даже оценки привычные. И все же иконы над доской, вопросы в билетах и Библии на партах не дают забыть. Училище духовное. Да и стать его студентом едва ли не сложнее, чем престижного вуза. С улицы сюда не прийти. Принимают только по рекомендации священника и после долгой беседы. Все равно бывают случаи, что священники ошибаются. Человеческий фактор остается, что бывает так, что дал рекомендацию человеку, которого не очень хорошо изучил. Как показывает практика, эти люди не доучиваются. Почему не доучатся? Они начинают или дисциплину у них хромать,
или у них учеба начинает хромать, или они просто сами бросают. Вот у нас сейчас вот такая ситуация. На первом курсе 3 человека сами ушли. Учеба сложная, экзамены жесткие. Не все выдерживают. До выпускных экзаменов доходит лишь 40%. И это хорошо, считает проректор отец Андрей. Церкви не нужны случайные люди. За 16 лет, что работает училище, был лишь один неприятный эпизод. После получения аттестата человек ушел в секту. К слову, и сам аттестат получить непросто, даже если сдал все на отлично. Если это мирянин, то есть человек, не имеющий священного сана, он получает через год после окончания. И это оправданная практика. В государственных учебных заведениях сразу дают. Почему? Потому что мы тоже смотрим, что человек делает, чем он занимается после окончания училища. Остается ли он у себя на приходе, продолжает ли он быть таким активным прихожанином. И после года ему рекомендацию опять пишет на получение аттестата священник, и мы тогда выдаем. Здесь только 2 отделения, и они не делятся на престижные и не очень. Ограничений по возрасту практически нет. Бывало, и 50-летние поступали. Едут сюда со всех городов и районов республики, особенно активны Усинск и Усть-Кулом. Отсюда выходят миссионерами и преподавателями воскресных школ. И, конечно, священнослужителями. На землю. Первокурсник отец Викторин пока не знает, где и кем он будет, скажем, лет через 10. Сейчас его главная забота – экстернат. 3-летний курс молодой монах планирует освоить за 1,5 года. Не из тщеславия, а Бога ради. Наш доктор и по совместительству поэт-сатирик описал свои воспоминания о его студенческих Татьяниных днях. Помню, как от молодости пьяный под гитары аккомпанемент отрывался в день святой Татьяны, как любой порядочный студент. Помню, как отчаянно голодный грыз науки, словно хищный зверь. Ум иметь в то время было модным, не в мошне копаться, как теперь. И мести асфальт по солнцепеку, ночью детский садик сторожить, чтобы с параллельного потока девушку в киношку пригласить. Брат-студент, ты право нынче квелый. Папин джип, отпаднейший айпад, не голодный, но и не веселый, малохольный в целом комарат. Где кураж, где споры, где походы? Шпору заменил тебе Bluetooth, а ведь это золотые годы, время, так сказать, высоких муз. Так встряхнись и будь от счастья пьяный, будущий манагер и админ. Бесшабашный день святой Татьяны, сердце сохраняя до седин. На этой неделе, выражаясь образно, в республику пришла настоящая зима. В ее северном варианте столбики термометров ползли вниз, а дети дождались первых актированных дней, незапланированных каникул. Но долго ли мы будем мерзнуть, прогревать заиндевевшее авто, укутываться в шубы? Узнаем прямо сейчас. Ольга Козак сегодня в нашей студии. Ольга Федоровна, добрый вечер. Здравствуйте. Наконец в республику пришли эти крещенские морозы, обещанные. Как долго они у нас продержатся? Но знаете, эти морозы еще только набирают силу. Как показывают расчеты, на следующей неделе они придут с новой силой. И в большинстве районов пик морозов придется на вторник, четверг. И в большинстве районов уже температура воздуха будет опускаться до 28-35 градусов. Возможно и до минус 40. Это наиболее вероятно в юго-восточных и центральных районах. Надо сказать, что этот морозный период немножко подзадержался. Уже ясно было, что
что они придут из-за Урала. Сибирский антициклон набирал силу, но так получилось, что крещенские морозы на крещенские морозы повлиял влияние южный циклон, и они появились там у нас в Ищугаре, с задержкой. Они не смогли распространиться на всю территорию республику. И надо сказать, что и на этой неделе островком тепла оставались северо-восточные районы. Вот продолжительное тепло у нас наблюдается в Заполярье. Там сформировалась положительная аномалия температуры еще с осени. И у нас и ноябрь, и декабрь оказались самыми теплыми, особенно декабрь. Это перекрыл даже самый теплый 1974 года. И надо сказать, что до этого времени там еще не было сильных морозов до минус 30 градусов. Это, в общем-то, тоже аномально. То есть, получается, вот эта зима такая действительно, она, можно сказать, аномальная? Ну, именно для северо-восточных районов. А южные районы? А южные районы, да, была аномалия положительная, но к концу месяца все равно она снизилась. Если в начале, первые 2 декады она была до 9 градусов, то сейчас надо сказать, что вот эти 30-градусные морозы, которые наблюдались уже в окрестностях, скажем, Сыктывкара, до 35 это на Ударе, в Княжпогосском районе, в Кайгородском местами до 35. Так что аномалия уменьшилась. Вот эта аномалия, вы как-то связываете ее с глобальным потеплением? Нет, на юге мы не связываем, а вот в Заполярье, да, можно связать и уже утверждаем, что там, конечно, наблюдается повышение среднегодовой температуры воздуха. Но опять-таки, если наши районы взять, то обычно это происходит только за счет осенних и весенних месяцев, а летом там аномалия отрицательная, среднесуточная температура ниже климатической нормы, которая даже бывает для скудного заполярного лета. Ольга Федоровна, все-таки вы сказали, что на следующей неделе морозы окрепнут. Окрепнут. На эти выходные дни происходит перестройка атмосферных процессов. У нас сейчас очень высокое атмосферное давление. Вот в Сыктывкаре почти на 30 единиц, чем обычно положено в это время, в январе. И один антициклон, который пришел с юга Сибири, на следующей неделе сменится также антициклоном с высоким атмосферным давлением, но он уже распространится с севера Сибири. То есть в его циркуляцию уже будет вовлечен воздух с Карского моря, с Таймыра, студеный ледяной воздух, и температура будет уже опускаться до таких значений, как я упомянула. Уже везде ночью под 30 и ниже, и, возможно, первые в этом сезоне 40-градусные морозы. Ну и надо сказать, что и днем температура воздуха будет низкая, минус 21-26, будет казаться довольно морозно, потому что при северо-восточном ветре это все будет отмечаться. Теперь нам только остается все эти морозы перетерпеть. Спасибо вам за участие в нашей программе. Это всего лишь некоторые детали этой недели. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся на следующей неделе в пятницу, когда снова наступит время итогов.